А как же празднуют Курбан-Байрам в обычной мусульманской семье? Все подробности в материале моей коллеги Елены Шевелевой. 5 утра. Света нет ни в одном окне. А нет, в одном есть. Здравствуйте. Доброе утро. С праздником. Здравствуйте. Любой день наш начинается с утренней молитвы, конечно. А вы как раз пришли вовремя. Прощаю. Рот, нос. Лицо. Голова. Ну и последняя процедура – это ноги. Сейчас вы увидите, как проходит празднование в ногайской семье. Прессованный чай, молоко, масло, перец и т.д. и т.п. Это наш традиционный чай. Без него не проходит ни один праздник. Впервые в жизни буду сейчас пробовать традиционный чай. Как правильно называется чай? Ногайский чай. Вот в таких больших пиалах он подается. Мы обычно из таких суп едим, а тут столько чая сразу. Думаю, взбодрюсь. Очень вкусный, он даже какой-то немножко соленый такой. Вот посмотрите, тут даже есть немножко, ну, такие вот масляные пузырики. Такой наваристый, по-другому не скажешь. Семейная традиция. Вот у нас принято к праздникам готовить вот этот курзе. Попробуем. Индейка. Притом индейка, она домашняя, мамина индейка. То есть мы даже не покупаем такую покупную. Она знаем, что кушала, как растилась. Здорово. То есть это еще и своя индейка. Да. Можно еще? Ну, рассказывай, Саша, как тебе? С картошкой. С картошкой. На намаз желательно одеть свою самую лучшую одежду, быть аккуратным, чистым. Что, соответственно, я и сделал. На намаз в мечеть нужно успеть до 6 утра. Ну, желательно до 6, да. Минская 2Б. Минская 2Б, мы туда. Традиция заклания животное, она связана с нашим пророком Ибрагимом, Авраамом. И ему было велено принести в жертву своего сына. Он был очень зрелого возраста сам. И то, что у них родился сын, это было уже чудо. И вот этот первенец необходимо было ему принести в жертву. Когда Авраам, Ибрагим хотел сунуть нож в горло, это было остановлено и ниспослано барашек, овца. Я уже уверен, что сейчас в мечети самой также уже нет места, полностью она заполнена. И прихожане, они уже начинают размещаться непосредственно на этой территории. Allah